Список террористов и экстремистов опубликовала Федеральная служба по финансовому мониторингу России. В перечне 22 уроженца аннексированного Крыма. Это политзаключенные, общественные активисты, блогеры и журналисты. Всех их служба отнесла к российским гражданам. В списке наши коллеги, крымский обозреватель Николай Семена и журналист-расследователь сайта «Крым Реалии» Анна Андреевская, которая сейчас живет и работает в Киеве. Для меня внесение в этот список является больше психологическим фактором, психологическим давлением, потому что, в принципе, у нас в Крыму остаются родственники, остается наше имущество, остаются наши связи, которые там есть. И ожидать того, что может измениться снова российское законодательство и будут снова какие-то сюрпризы, собственно, это не нужно скидывать со счетов, и это каждый день несет в себе угрозу. Поэтому для международного сообщества это сигнал того, что о Крыме нельзя забывать, что аннексия Крыма не была бескровной, что у нее есть жертвы, как физические жертвы, те, кого убивали, похищали, брали в плен, так и те жертвы, которые остаются сегодня живы, но они находятся под постоянным колпаком. Наличием фамилий журналистов в списке Росфинмониторинга обеспокоилась представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович. Публикация этого списка может поставить под угрозу журналистов и их безопасность. Правительство несет ответственность по обеспечению безопасности журналистов и не должно ставить их под угрозу, основываясь на подозрениях прокуроров по антиэкстремистскому законодательству. К террористам Финмониторинг отнес и всю так называемую «Крымскую четверку» политзаключенных в деле Олега Сенцова. Кроме самого украинского режиссера, там Александр Кольченко, Алексей Чирный и недавно вернувшийся в Украину Геннадий Афанасьев. Факт появления списка его фигурантам грозит, в частности, банковскими проблемами, блокировкой средств и невозможностью открывать новые счета, причем в разных странах. В данном случае финансовый орган просто не откроет им этот счет или временно заблокирует. То есть это не будет так, что массово будет запрет по всему миру открывать счета или будут все счета заблокированы. Вот. Тем более наши патриоты не являются мультимиллионерами, поэтому им это не доставит особых каких-то трудностей. Единственное, в чем основная фишка, этой проблемы, это в том, что люди фактически будут дискредитированы в лице мировой общественности и европейской общественности. И как раз свой 40-й день рождения сегодня отмечает обвиненный в терроризме Олег Сенцов. Напомню, российский суд приговорил его к 20 годам колонии. С юбилеем украинского режиссера поздравил президент Петр Порошенко. У себя в Фейсбуке он написал: «Олег, спасибо, что вы не сломались». Свою поддержку Сенцову высказали и общественные активисты. На Майдане в Киеве они вывесили плакат.